В начале заседания вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил информацию об исполнении государственного бюджета, а также отчет об исполнении республиканского бюджета. Второй год подряд госбюджет исполняется с профицитом. В этой связи и республиканский бюджет, несомненно, тоже был исполнен с профицитом. Его уровень достиг в 2022 году 215,9 миллионов рублей. Доход республиканского бюджета поступило 10 миллиардов 600 миллионов рублей, или на 889 миллионов рублей больше прогнозируемых доходов. Собственные доходы поступили в объеме 4,9, и это можно свидетельствовать о том, что все превышение над предусмотренными значениями – это поступление собственных доходов. Как и прежде, главными администраторами доходов государственного бюджета в нашей стране является Министерство по налогам и сборам с объемом в 53,4% от общих доходов собственных, Государственный таможенный комитет 37,7% и Министерство внутренних дел 1,7%. Расходы государственного бюджета сложились на уровне 10,4 миллиарда рублей или 94,9%. Рост по сравнению с 2021 годом расходов составил 1 миллиард 400 миллионов рублей. В целом за прошедший год было реализовано 12 целевых программ и 9 мероприятий на общую сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. В целом было направлено на систему здравоохранения из республиканского бюджета 1 миллиард рублей. В этой системе республиканского уровня было реализовано 5 целевых программ и одно мероприятие на сумму 490 миллионов рублей, из которых на обеспечение системы по подготовке кадрового потенциала для нужд здравоохранения 64 наших гражданина, обучающихся в российских медицинских вузах, получили государственную поддержку в объеме 12 миллионов 600 тысяч рублей. 368 человек получили адресную поддержку в виде оплаты за лечение как на территории республики, так и за ее пределами на общую сумму 102,6 миллиона рублей. На 108 миллионов рублей были приобретены медикаменты и лекарственные средства, медицинский инструментарий для нужд системы здравоохранения. Расходы на образование в 2022 году сложились на уровне 488,5 миллионов рублей. В этой сфере было проведено 34 мероприятия республиканского уровня, те, которые финансировались за счет бюджетных средств. Расходы на культуру в целом составили 318,5 миллионов рублей. На физическую культуру, спорт и молодежную политику было направлено 70,8 миллионов рублей. На социальную политику расходы в прошлом году сложились на уровне 238,5 миллионов рублей, из которых выплаты 13 категориям получателей социальных пособий составили 198,5. 8663 человека получили пособие. 40 миллионов рублей было направлено на финансовое обеспечение целевой программы «Жилище-22». Получателями сертификатов стали 52 участника. На мероприятия по поддержке сельского хозяйства было направлено 99,8 миллионов рублей. На реализацию целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» было направлено 50 миллионов рублей. 47 проектов было реализовано, субъекты малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. Инвестиционная программа была исполнена в объеме 1 миллиард 700 миллионов рублей. В этой сфере проводилось 24 мероприятия. Кроме того, в числе расходов – расходы на ремонтно-восстановительные работы, национальную оборону, правоохранительную деятельность и национальную безопасность, ликвидацию последствий стихий, компенсационные выплаты, погашение части внешнего долга и другие. Я хочу отметить, что сейчас как раз формируются итоги деятельности народно-хозяйственного комплекса за 2022 год, и уже по оперативным данным могу сказать, что плановые показатели 2023 года фактически были реализованы в рамках реализации финансового года 2022. Это говорит о том, что, конечно, повышается уровень администрирования, повышается уровень
формирование отчетности, предоставление сведений, и непосредственно экономические процессы в республике приобретают более, на мой взгляд, интенсивный характер. Об этом свидетельствуют и показатели внешнеэкономической деятельности, и кассовые обороты банков, и другие очевидные вещи. Обращаясь к членам правительства, премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость новых целевых программ. Граждане, которые пострадали от пожаров, от поднятия воды, стихийные удары нас преследовали 2021 год несколько раз, оползневые процессы по всей Абхазии. У нас примерно уползло, такое при меня беру в кавычки это слово, больше 70 объектов за 3 года. Как быть с этим? Граждане объективно просят помочь. Что сделать? Как это в бюджете предусмотреть? Какие программы создать новые? Может быть, не с таким звучанием, а очень важные и очень нужные сегодня, в этот час, в сию минуту. Поэтому при формировании бюджета будущего года, Владимир Валерьевич, да, ваш финансовый блок вместе с фискальным в целом, с Министерством экономики, подумайте, нам нужны и другие целевые программы. Далее был утвержден отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Фактическое исполнение бюджета фонда по доходам составило 165 миллионов 414 тысяч рублей и по расходам 163 миллиона 577 и 4 тысячи рублей. Остаток денежных средств фонда на 1.01.23 года 18 миллионов 265 и 6 тысяч рублей. К сожалению, слабые поступления у нас. Не хватает. Сейчас у нас чуть образовалась задолженность в трансформации. И в связи с этим у нас временно приостановлены санаторно-курортный на отдых. Сейчас мы не можем отправлять временно из-за задолженности, но на лечение у нас это не останавливалось. Обращаясь к членам правительства, премьер-министр отметил, что необходимо оказать медицинскую помощь ветерану войны, получившему тяжелое ранение челюсти. Лечение обойдется до 4 миллионов рублей. Я говорю это не в упрек фонду, да, я говорю в упрек себе, Министерству финансов, Минздраву. Мы должны оказать медицинскую поддержку этому человеку. Конечно. Правильно? Конечно. Сумма же большая. Да. Для того, чтобы фонд мог спокойно эту сумму перечислить, у кого-то не должно быть долгов. Нашим группам опять. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении бюджета пенсионного фонда за 2022 год. Доходы за минувший год составили около 1 миллиарда 362 миллионов рублей. Расходы – около 1 миллиарда 295 миллионов рублей. Далее члены правительства утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда. Впервые за все существование фонда нам удалось перевыполнить план. Доходной части она составила 119%. Это в суммарном выражении на 24 миллиона больше ранее запланированных 122 миллионов рублей. Впервые за всю историю, послевоенную историю, фондам удалось выплатить все государственные пособия, и все обязательства перед организациями были выполнены в полном объеме. И задолженности на 1 января 2023 года у нас уже не было вообще. Также были утверждены отчеты об исполнении бюджета фондов обязательного медицинского страхования, репатриации и дорожного фонда. Эсма Гуландзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.